Сохранить аудиовизуальное наследие мира значит сохранить нашу коллективную память и обеспечить ее передачу будущим поколениям. Именно с такой целью каждый год 27 октября общественность отмечает Всемирный день аудиовизуального наследия. Сегодня об этом и мы будем говорить с нашим гостем. А в гостях у нас сегодня ведущий методист Национального центра аудиовизуального наследия народов Республики Саха-Якутия Ольга Лобанова. Ольга Игоревна, здравствуйте. Здравствуйте. Рады вас видеть в нашей студии. Наверняка в этот день, 27 октября, и в преддверии его, и после него спланировано очень много мероприятий и по всему миру. Но что касается непосредственно Якутии, хотелось бы услышать, какие мероприятия будут заготовлены для якутян. Да, 27 октября это официальная дата, но, естественно, мы подготовили декаду мероприятий. Вчера у нас уже прошло одно мероприятие, это подписание соглашения о сотрудничестве с Якутско-Ленской епархией Русской Православной Церкви. Теперь они будут свои видеоматериалы отдавать в наш фонд. А завтра и сегодня, и 26 октября у нас также будут мероприятия. Например, сегодня в музее Платона Алексеевича Аюнского состоится торжественная передача киноматериала в музей. Подробности не хотелось бы говорить. Оставить в интриге, небольшой. Да, и приглашаем всех в 11 часов сегодня в музей Платона Алексеевича Аюнского. Завтра в 2 часа состоится встреча якутских кинорежиссеров, известных режиссеров якутского кино, где также они передадут свои видеоматериалы в наш фонд, а также для зрителей мы подготовили сюрприз, бесплатный показ фильма «Я люблю тебя, Якутск», состоящий из 4 киноновелл, 24 октября в 2 часа в кинотеатре «Лена». И 26 октября также состоится самое, наверное, важное для нас мероприятие. Это встреча с народными общинами республики, с представителями епархии Якутско-Ленской, также с кинематографистами и с общественностью. Там мы хотим показать свои материалы из нашего фонда и поговорить о проблемах аудиовизуального наследия, сохранения материалов, потому что аудиовизуальные документы, они недолговечны, подлежат износу. Поэтому мы будем об этом разговаривать 26 октября в 15:00 в историческом парке «Россия. Моя история». Я думаю, что желающих будет очень много подойти, ознакомиться, задать какие-то, может быть, вопросы интересующие. Да? Но а если говорить в целом об архиве и о вашей организации, что можете рассказать? Наша организация сейчас насчитывает около 33 тысяч единиц учета. Это видеоматериалы с 1925 года. Из них у нас есть особо ценные 8, 4 уникальных. Вообще наша работа заключается в сохранении, в сборе материалов, которые имеют именно культурную, социальную значимость для нашего народа, народа республики. И мы хотим сказать, что наши двери открыты для всех. Мы с удовольствием встретим абсолютно любого человека, который хочет поинтересоваться своей историей, есть ли его лицо, например, в наших архивах, да, или его родственников. А также, если у него есть какой-то видеоматериал, мы его ждем, этого человека. Всех приглашаем, призываем всех, пожалуйста, приходите к нам и приносите свои видеоматериалы. Конечно, вы не работаете в этом отделе, который занимается сохранностью, да, но тем не менее информацией в целом владеете. Насколько вообще, наверное, сложный и трудоемкий этот процесс по сохранению материалов, который составляет как раз-таки культурное наследие, восстановление, может быть, даже еще таких материалов? Конечно, да. Бывает такое, что к нам приносят очень старые пленки, конечно, в плохом состоянии. У нас есть специальный отдел, который занимается обработкой этой пленки, анализом этой пленки, что мы можем сохранить, что мы можем не сохранить. И, соответственно, мы уже переводим на более современные какие-то носители, на диски те же самые. Да? Естественно, это очень трудоемкий процесс, требующий большого времени, большого труда. Да. Наверное, наших телезрителей заинтересует такой вопрос, а какие материалы они должны попасть под категорию культурного наследия, аудиовизуального наследия, да, и сколько лет им должно быть? Это современное, может быть, что-то туда может попасть, либо это материалы обязательно какие-то должны иметь историческую ценность в плане 50 лет, 100 веком пройти должен быть, к примеру, да? Совершенно не обязательно, чтобы видеоматериал был очень старый.
мы приветствуем любой материал. Самое главное для нас это, чтобы на материале было запечатлено интересные люди, знаменитые люди республики, также архитектурные сооружения, может быть, да, какие-то важные события. Это могут быть события и нынешних лет, и прошлых лет. То есть неважно какого года, важно, чтобы этот материал в будущем понадобился нашим потомкам. То есть рассказал о нашей культуре, о наших ценностях. Вот. Самое главное это. И, может быть, природа тоже, да, вот материал о природе красивый, да, о заповедных местах Якутии. Это тоже для нас очень важно. А вот примеры какие-то вот можете сейчас привести, вот, ну, более такие вот известные, да, ну, вот за последние вот годы, которые вот поступали материалы, и вот они достаточно известные известные в общественности? Так, ну в общественности, Ну, хотя честно бы говоря, направление этих материалов, с чем они больше связаны? очень много материалов поступает, честно скажу. А, кстати, приносят их в большей степени профессионалы или все-таки это обычные обыватели, вот, у которых есть материал, они даже не знают, что с ним сделать, вот хотели поделиться, или все-таки это профессионал какой-то приносит? Нет, у нас бывают люди, которые приходят, находят у себя где-то в закромах старые материалы. И есть люди, которые, конечно, непосредственно занимаются видеосъемкой. То есть, наверное, я не скажу, кто больше приносит. Все приносят одинаково. То есть, Ольга Юрьевна, большое спасибо вам за участие в нашей передаче. Я напоминаю, вы смотрели программу «Новый день». Увидимся с вами завтра в это же время, в этом же месте. Всего вам доброго.